Ничего. Anunță letru. Ага, лет. Вот что случилось? Почему не включается, да? Так, освободилась, вверх побилась. Halsele Чолшин. Не знаю, с чем это связано. Гушуйсо, а лишь YouTube, что, гушуйсо, гушварцо, мне кажется. Ну и что? Почему не включаемся в YouTube? Все. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Снова какие-то у нас технические неполадки возникли. И вот мы уже пару минут я не мог включиться. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас 27 ноября 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality в YouTube и на канале Аслан Арцуев в TikTok. 20 часов 2 минуты по Берлину, 21 час и почти 3 минуты по Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Так, а перед тем, как начать, как обычно, я бы хотел рассказать от сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки на 27 ноября 2023 года уничтожено 750 русских террористов. 7 танков, 3 боевых бронированных машины, 1 артиллерийская система, 4 БПЛА, 11 автомобильной техники и цистерн. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья! Я перехожу к вашим комментариям. Приветствую вас всех. Маведин, Хамзат, Демократ, Шамиль и все, Карла, и все. Горец, Бобик и так далее, и так далее. Бобик, ты еще не переименовался? Горец, Бобик, надо переименоваться. С ником Бобик ты напоминаешь, сам знаешь кого, поэтому так не пойдет, Дион. Так, Карл, у Карла какие-то проблемы, Дион, срочного порядка, Дион. Ага, так, мы должны были... Так, Карл уходит за антиамериканскую деятельность, убирается во свояси. Друзья, я в сегодняшний свой стрим, я, как и вчера его назвал, ложь на канале Гордон о Джохаре Дудаеве. Вчера мы говорили об этом на чеченском языке. Сегодня я бы хотел более подробно, хотя я записывал видеоролик, хотел бы разобрать этот момент. Уже на русском языке. Важно также, чтобы я долгое время и по многим вопросам, хоть кажется, что это не так, я по многим вопросам не лезу в украинскую политику и пытаюсь обходить стороной. Я откровенно не критикую там руководство Украины, потому что президент Зеленский избран украинским народом, и я уважаю выбор украинского народа.
Но некоторые вещи я не могу обходить стороной. Особенно если это касается нас, ну и касается в принципе победы Украины. Потому что победа Украины, она важна не только для Украины, но и для всех нас, для всех нормальных цивилизованных людей. И я давно замечал, ну я уже понимаю давно, кто такой Гордон, его канал. Как вы знаете, на канале Гордон нам отказывали в праве на свое государство. То есть сегодня Россия отказывает Украине в праве на свою государственность, а нам украинцы отказывали в праве на государственность. Многие, конечно, пересмотрели свои взгляды. Более того, произошло историческое событие. Верховная Рада Украины признала нашу территорию оккупированной. Преступления, совершенные против нас, геноцидом. Точно так же, как об этом формулировал наш президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Но дальше, чем принятие вот этого закона Верховной Радой, дальше дело не пошло, потому что офис президента Владимира Зеленского дальше не стал никакие действия предпринимать. На протяжении всего времени, что идет широкомасштабная война, и, вероятно, и раньше, конечно же, в Украине создавались симулякры. Симулякры, которые имитировали деятельность, борьбу против фашистской России. Также нам ставят в заслугу, нам говорят, что это в заслугу там, Арестовичу. Я тоже какое-то время был привержен вот этой парадигме, где утверждается, что первые месяцы там, Алексей Арестович успокаивал, был очень нужен и так далее, и так далее. И вначале я тоже так подумал, да, значит, чтобы не было паники, видимо, он был нужен, там, чтобы успокаивал и так далее, и так далее. Но, если честно, я вам скажу, друзья, я не заметил паники среди украинского народа и населения. Да, было волнение, да, было переживание, люди пытались вывести свои семьи, потому что неизвестно, что будет в Киеве. Но я очень внимательно следил и до начала этой операции, и во время начала так называемой, как она у них называется, специальной военной операции фашистами, агрессивной войны против Украины. Я не заметил никакой паники у украинцев. Но кто-то сейчас уже пытается заслугу ставить, что вот Арестович, ну хоть какая-то заслуга есть. На самом деле, мне кажется, тогда нужно было не успокаивать украинцев, а их наоборот подбадривать. Подбадривать еще сильнее, ведь тогда бы могли бы сломить. Русские не ожидали такого отпора. Вы помните, что было сделано с русскими террористами, которые пришли на украинскую землю? Помните, да, под Борисполем, под Киевом, когда высадился этот десант, потом в других населенных пунктах, да, Гостомель, где там еще, когда ну, просто разрывали на куски и технику, и вот этих заехавших отпускников, или кто они там, как они их там обозначали. Вот поэтому я не вижу заслуги Арестовича. Я считаю, что Арестович это враг Украины, это враг, это люди, которые занимаются тем, что пытаются использовать русские нарративы в угоду России, соответственно, во вред Украины. Но есть еще другой деятель, такой же, как и Арестович, это Гордон, который отказывал в праве нам на государственность, и я об этом ему лично сказал, так он мне не ответил. Мне просто интересно, если все-таки мы часть России, дайте мне какой-нибудь документ, что мы являемся частью России. Не то, что у России есть атомное оружие, что там решили закрыть глаза на то, чтобы там Россию не беспокоить, не раздраконить ее лишний раз, вскормили там чеченский народ России. Не это, мне документ, что вот мы являемся законной частью фашистской России. Вот этого документа в природе не существует. Я знаю, что его не существует. Потому что мы, чеченцы, никогда не подписывали никаких документов с фашистской Россией. И
мы вышли не из Российской Федерации. Это так, кто не знает всех моментов. Мы вышли из Советского Союза. Российской Федерации не было, когда появилась Чеченская Республика. Независимое суверенное государство. В бытность еще Советского Союза мы вышли из РСФСР. Там, это целая история, о которой я много раз рассказывал, и не только я. Некоторые деятели в угоду России отказывают нам в праве. А почему отказывают? Дело в том, что если нас признать государством, то все преступления, которые совершены против нас, как сегодня они совершаются против Украины, они должны быть наказаны. И в обратном случае, если же все-таки мы являемся частью фашистской России, как ДНР и ЛНР так называемые являются частью Украины, то это получается сепаратизм, отделение от чего-то цельного, да, сепаратизм, сепаратность. И в таком случае все наши воины и весь наш народ являются мятежниками, как они любили русские называть нашего Дудаева, мятежный генерал. Он не был мятежным генералом, потому что он был не российским генералом, он был советским, советского государства не было, и он не мог совершать мятеж против государства, которого не существует. А русские забрасывали этот нарратив, мятежный генерал там, и так далее. Вот таким вот образом пытались русские военные преступники уйти от ответственности, сказав, что мы часть России, что были гибель мирного населения, это не военное преступление, если их не убивать специально, на войне гибнет, и это международное право учитывает этот момент, что мирное население гибнет. А вот если же это была агрессивная война, в таком случае Россия несет ответственность. И вот эти политические и военные силы фашистской России тоже несут за это ответственность. Появился такой человек на канале Гордон, некий Александр Зеленько, о чем я с вами хочу поговорить более немножко подробно, чтобы убедить всех в том, что это ложь, наглая ложь, о которой нам тут вещает канал Гордона. Смотрите, эти два деятеля, я их вчера показывал, делал отдельное видео, я просто не могу оставить этот момент просто так, я буду привлекать к этому максимальное внимание, пока я не получу опровержения. Я надеюсь, что украинцы помогут мне в этом, потому что я все эти 8 лет, 9 лет, как я выехал сюда, помогал украинцам, абсолютно не прося ничего взамен. И поэтому сейчас мне важно, чтобы украинцы, которые меня поддерживают, и это выгодно и украинцам в первую очередь, которые нас пытаются оболгать, и мне важно, чтобы сейчас именно украинцы поддержали меня в этом. Не чеченцы, которые меня много поддерживают в этом плане, звонят, говорят об этом. Хотелось бы, чтобы украинцы поддержали. В любом случае, мы этот вопрос будем поднимать вновь и вновь, пока этот КГБшник Дмитрий Гордон, который приглашает этих разных к себе КГБшников на канал, не принесут извинения, и мы не получим опровержения от канала Гордон и от этого Александра Зеленько. Дело в том, как мы знаем, перейду сейчас ближе к делу, дело в том, как мы знаем, КГБшники, и была еще в советское время такая поговорка: обман друг чекиста. Это там еще есть грубое слово такое. Обман друг чекиста называлось. Ложь — это самое главное оружие КГБшников. Им вообще не стыдно, это их доблесть, если они красиво умеют, это единственная доблесть, которая у них есть, это красиво, нагло солгать. Это что они умеют делать виртуозно. Больше они, к сожалению, ничего не умеют. Обмануть подлость совершить, в этом они профессионалы. И экс-разведчик КГБ, у них все эти шарашкиные конторы вышедшие. На самом деле КГБ это по большей части это быдло. Это Шариковы, если вы помните. Да, была разведка, элита какая-то, по крайней мере так говорили. Я не знаю, насколько в это верить, но они брали не качеством, а количеством. Это излюбленный метод КГБ. И любая шавка, которая из КГБшной конторы,
как бы громко они себя там не именовали, там институты, там академии там, и так далее. Обычные шарашкины конторы, обычные террористы, лжецы и подонки. Подавляющее большинство КГБшников. Подавляющее. Особенно вот в последнее время, когда они ровным счетом, кроме как зарабатывания денег, больше ничем не занимаются. И вот этот неуважаемый мужчина сидит и нам рассказывает. Давайте я вам сейчас дам послушать это видео, чтобы было это более наглядно. А потом я вам прокомментирую. Просто в прошлый раз я вчера вам не дал это прослушать, а сейчас я дам прослушать. Давайте послушаем. Последний удар. А вот хотели бы украинцы, чтобы Украину возглавил советский генерал с орденами боевыми, отец которого тесно сотрудничал с НКВД, не скрывая этого. Генерал, который прошел великолепную всю карьеру от лейтенанта, занимался и политической работой, воспитанием в таком четком, очень высокопорядочном русле. Вот чтобы, кроме того, чтобы это генерал, герой афганской войны, который воевал против афганских повстанцев. Да я говорю о генерале Джохаре Дудаеве. Очень интересно, как бы, вот если убрать имя, а перечислить биографию, и предложить вот, тем, кто думает, как Хореон и Бенюки, таких людей, будет визг. Визг неимоверный, нет, это же враги. Ну да, вот такие враги создали Финляндию, Польшу и Ичкерию, которые пока еще не имеют независимости, но у меня нет ни малейших сомнений, что именно Ичкерия будет первой независимой страной после дефрагментации России. И, собственно говоря, я не думаю, что кто-то будет спорить с тем, что ребята из Ичкерии, насколько они помогают сейчас в Украине, и насколько они героически воюют у нас на фронте. А во главе это был советский генерал Джохар Дудаев, который отличился, за что его наградили в свое время, за ковровые бомбардировки Афганистана. Он первым в советской авиации внедрил вот эту технологию. Он был командиром дивизии тяжелых бомбардировщиков. Ну, на этом, я думаю, хватит этого. Гибнюка достаточно. Он сказал, ну все он сказал, то, что хотел сказать, и то, что я хотел вам показать. Вроде все сделал, все сказано. Во-первых, он говорит, что отец Джохара Дудаева сотрудничал с НКВД и открыто сотрудничал и так далее. Дело в том, что отец Джохара Дудаева умер в Казахстане. И дело в том, что он был ветеринаром и умер от болезней, холода, недоедания и так далее, и так далее. У него было много детей, и он был относительно молодой мужчина, который не должен был умереть в его возрасте. Но из-за постоянного недоедания, из-за постоянных трудностей и лишений человек умер в относительно молодом возрасте. Дело в том, что если бы он был КГБшником, как утверждает вот этот мерзавец Александр Зеленко, то, конечно же, он не умер бы. Более того, я вам сейчас приведу газету. Называется интернет-издание zen.ru. Эта газета, этот интернет-издание, оно никак никем не заподозрено в сотрудничестве с чеченцами. Наоборот, я сейчас вам покажу это издание. Они, ну, фактически здесь он толкнул, вот начало просто, чтобы вы понимали, он толкнул свою родину в хаос кровопролитной войны за мнимую независимость от России. Понятно, да? Отношение к Джохару Дудаеву и мнимой независимости нашей. Дело в том, что когда Джохар Дудаев поступал в летное училище, до того, как он пойти в училище, он вынужден был представиться. Сейчас я вам найду этот момент. Вынужден был представиться, что он осетин. Вот, смотрите. В 1962 году поехал в Тамбов поступать в училище военных летчиков, сделав это втайне от матери. Именно он там и
именно там он и представился осетином, так как чеченцам могли и не взять в это учебное заведение. Вот это чтобы было понимание того, что если у вас папа сотрудничает с НКВД, вам не нужно представляться осетином, потому что у вас уже все отлично, потому что и КГБ, во-первых, знает, что вы не осетин, и во-вторых, вам не нужно представляться, так как у вас уже есть связи. Тем более, и я еще раз напоминаю, его отец умер там в Казахстане, до Чеченской Республики, его отец не доехал. Он там умер и похоронен. Дальше вот этот мерзавец утверждает, и здесь, кстати говоря, вот этот Дзен издание утверждает, бомбил Афган и стал генералом благодаря врагу. Дудаев лично разработал план ковровых бомбардировок Афганистана в 1987-1989 году. И сам тоже летал с Полтавы и Тарту на боевые задания Афган, сидя за штурвалом военного самолета. Ну, давайте этот момент тоже разберем. Дело в том, что Джохар Дудаев был командующим дальней стратегической авиации, которая несла дежурство и под крыльями имели атомные ракеты и бомбы. И в Афганистане быть ему не было необходимости. В отличие от этого КГБшника, который только что нам тут вещал, Джохар Дудаев никогда не лгал. По крайней мере, нету ни одной лжи публичной, о которой о своей биографии, о чем-либо еще Джохар Дудаев нам солгал. Абсолютно этого нет. Джохар Дудаева даже его враги называли слишком честный и слишком бедный. Во-вторых, я не вижу никакого основания или повода для Джохара лгать. Ну да, был в Афганистане, да, воевал, да, бомбил, как летчик, принимал участие. Если принимал, что в этом было бы такого, да, если так посудить? То есть со советской стороны нет, я сожалею об этом, допустим, если он сожалеет. Сказал и все, и вопрос закрыт. Никакие там пользы, там, какой-то там выгоды от Афганистана для Чеченской Республики нет. Афганистан находился, можно сказать, в каменном средневековом положении. У него нету ни финансов, ни влияния в мире, чтобы помочь маленькой Чеченской Республике Ичкерия. Афганские бойцы не приезжали сражаться за нас, как мы знаем, да, никогда мы не видели их. Поэтому никакой пользы от Афганистана, чтобы это скрывать, потом русские это разоблачают, и вот эти зеленьки разные разоблачают, этого, конечно, этого же всего не было. Конечно же, это гнусная, наглая ложь о том, что Джохар Дудаев бомбил. И нет абсолютно никакого смысла, еще раз скажу, чтобы скрывать это Джохару, чтобы его разоблачали, тут русские это говорили. Но есть план у русских дискредитировать Джохара Дудаева таким образом. Представить, что он все-таки был плохой человек, раз русские бомбили ковровыми бомбардировками Чеченскую Республику Ичкерия. Ну, значит, а что вы удивляетесь? Ваш Джохар тоже бомбил афганцев. И вот такой момент возникает, когда вот это десятое лицо российских лицемеров раскрывается, когда они начинают переживать за мусульман особенно. В Афганистане они переживают, там, потом за Палестине они за них переживают. Хотя они сами лютой ненавистью ненавидят всех, и мусульман, и христиан, и иудеев, и всех остальных. Но вот у них возникает такая ситуация. Ну и еще в завершение всему, я только что вам рассказал, важно отметить другой момент. Откуда появились ковровые бомбардировки? Дело в том, теперь внимание, дело в том, что ковровые бомбардировки появились в 1940 году. Дело в том, что при битве за Лондон, бомбардировок Лондона в 1940 году, нацистская Германия осуществляла воздушные налеты на Лондон и другие британские города. Таким образом, а после уже в 1940 и 1941 годах британская королевская авиация начала ночные бомбардировки городов Германии, таких как Гамбург и Бремен.
1940-41 года. Таким образом, обе стороны применяли бомбардировки разных моментов войны против разных целей. Понятие ковровых бомбардировок как стратегической тактики было более характерно для действий союзников, особенно в бомбардировках ночью. То есть, еще намного раньше, да, в 80-е годы была у нас афганская война, а в 40-е годы и чуть раньше, уже в 40-м году, уже начались ковровые бомбардировки. Так что минимум лет 40 с чем-то до того, как, или там около 40 лет, скажем так, когда в 77-м году, в 76-м году началась афганская война, в 8-м, по-моему, грубо говоря, там около 40 лет почти ковровые бомбардировки миру были известны. И изобретать, как рассказывает нам Александр Зеленько, или как нам рассказывает вот этот издание, вот этот Дзен, Джохару Дудаеву необходимости не было. Понимаете? Вот как нагло лгут, как нагло передергивают факты, пытаются очернить Джохара Дудаева. Теперь же вернемся, для чего это делается сейчас, для чего это делается в Украине. Дело в том, что Дмитрий Гордон ранее, помните, перед выборами долго скрывал, не называл имени, и потом в конце концов привел такого гибнюка по имени Симашко или Семченко, не помню точно фамилии. Кто помнит, пожалуйста, напишите мне, как была фамилия этого КГБшника, у которого есть фотография вместе с Патрушевым, они там на плетенных креслах сидят, и вокруг стоят такие же гибнюки, как они. Вместе с Патрушевым сидит вот этот чувак. И сейчас, видимо, они, вот этот Александр Зеленько в этой передаче еще рассказывает про финского там какого-то, еще кого-то там вспоминает. Тех, кто были агентами российских спецслужб или КГБ, он говорит. И этим самым он пытается приплести Джохара Дудаева. Тем самым опорочив, попробовав очернить имя Джохара Дудаева, таким образом он хочет кандидатуру, которую они сейчас будут выдвигать в поддержку на пост президента, этот человек, ну, как минимум связан с КГБ. Мы знаем, что на канале Гордон такие люди уже зачастили. Мы все удивлялись, как это Гиркина пригласил, как это можно. Гиркин это такой ублюдок, такой убийца и так далее, и так далее. А чем лучше Гиркина, например, Валерий Соловей? Мне кажется, Валерий Соловей хуже и опаснее для Украины, даже чем Гиркин. Гиркин это такой... матерый, убийца, провокатор и так далее, но ничем не отличается, даже в умственных способностях, мне кажется, Соловей превосходит его. Поэтому еще неизвестно, кто больше навредил вот этими фабриками троллей, цеховиками, блогерами, вот этими Арестовичами, Гордонами и всеми остальными. Ведь именно Валерий Соловей в МГИМО преподает там рекламу, пиар, там пропаганда, обман и так далее. И таким образом неизвестно, кто больше вреда нанес. И, скорее всего, Гиркин даже является учеником Валерия Соловья. На голубом глазу приглашаются Валерий Соловей, Белковский, другие деятели приглашаются, например, как Александр Зеленько приглашается, КГБшник. Хотя и сам Гордон КГБшник. Дело в том, что когда Илларионов и Гордон, у меня на канале этот маленький отрывочек есть, сидят и общаются, интервью берет Гордон у Илларионова Андрея. И Андрей Илларионов говорит, что финский глава был агентом КГБ. И Гордон говорит, не может быть, наш человек, ну, как бы выдал свою идею. Никогда бы мне в голову не пришло называть КГБшника финского нашим человеком. Но Гордон, как бы, в принципе, не скрывает. И, в принципе, это очевидно. Да?
канал Гордона на территории фашистской России, как и канал Арестовича, не запрещены, в отличие от нашего канала Реалити, который запрещен на территории фашистской России. Ну, приглашают разных там людей, абсолютно все у них раскручивается. Ну, делайте выводы, друзья. И если Украина хочет победить фашистскую Россию, то нам нужно обратиться к трудам Абдурахмана Авторханова, который очень четко и метко, нужно вообще всем изучить эти труды его, и это очень важно для того, чтобы понимать, с кем мы имеем дело. Я так понял, за особенно последние 2 года, начала широкомасштабной войны, я понял, что многие украинцы, при том, что они схожи по языку, по менталитету, много смешанных браков у них с русскими, они не знают Россию и вот эту имперскую составляющую этой России. Они вот на бытовом уровне больше общаются. Не знают просто. Для меня это было определенное открытие. Что как это так, ну как не знают. Вот не знают, до конца не знают. Многие не знают, причем, оказывается. И нужно вот эти вещи нам разъяснять, объяснять людям. И если вы почитаете Абдурахмана Авторхана, он там четко и ясно указывает. И это абсолютно не требующая доказательств аксиома, что КГБ это субстанция российского государства, советского тогда еще он говорит государства. А как мы знаем, ничего не изменилось, те же КГБшники. И это не полиция, политическая полиция, которая обязана защищать конституционный строй, бороться со шпионами там, и так далее. Это суть российского государства. Он пишет о советском, но ничего не поменялось. Суть ФСБ, КГБ СССР является субстанцией, сутью, иглой вот этой Кощеевой российского государства. И если вы хотите победить фашистскую Россию, украинцы, вы не можете игнорировать этот факт. Вы не можете победить на поле боя и оставить КГБ. Вы не победите так. Понимаете? Первое, что нужно, и в Украине это нужно сделать, не запрещать просто одну русскую православную церковь. Нужно запретить все КГБ СССР. Хотя бы начните с ФСБ, если вы КГБ УССР боитесь у себя внутри. Хотя без этого они сиамские близнецы. Они друг другу будут помогать. Просто вся агентура, российская агентура КГБ, ФСБ перейдет под начало командования КГБ УССР. А потом они просто восстановятся. Вот как эта система будет действовать. Как из переливающего сосуда. Просто если вы здесь надавите, они перетекут сюда и здесь пока будут. Как Фейкины, Мейкины сейчас, Гордоны и все остальные. Ну, Гордон украинские, Фейкин, Гудковы и все остальные переметнутся. Там Ходорковский тоже является таким же агентом, комсомольским вожаком, а других там и быть не может. И держатели крупных миллиардов, общаков тоже являются их представителями учреждения КГБ СССР. Поэтому, если хотят победить, то нужно побеждать по-настоящему. Не так, что вот мы там бьем на поле боя. На поле боя они из себя ровным счетом ничего не представляют. Но мы не видим судов над тем, что КГБ СССР или ФСБ полностью подвергается иллюстрации и запрещается на территории Украины. А потом и в мире, и требовать в мире, вот чем должна заниматься Украинское Министерство иностранных дел, дипломатия. Вот чем они должны заниматься. А мы этого не видим. Мы видим, пилят бабки, чисто как любят КГБшники и старая советская номенклатура. И все, и больше ничего не происходит. Мужчины бьются, воины бьются, женщины бьются на фронте, гибнут, несут потери. Почти каждую семью в Украине это уже коснулось.
Но реальной цели мы не видим. Видим, что Арестович успокаивает нас всех, что все будет хорошо. Теперь он же нам заявляет: да, я вас успокаивал, но все у нас теперь плохо. Мы теперь проиграли, говорит. Дело в том, что если кому-то кажется, что Арестович и там Подоляк и Зеленский, они между собой где-то поссорились, поругались, я в это абсолютно не верю. Я понимаю, что сейчас тучи сгущаются над Зеленским и Ермаком. И, к сожалению, только сейчас все это происходит, а не 2 года назад сразу же. И сейчас, после того, как непроходная фигура Зеленского будет снята с дистанции, с этой предвыборной, появится Арестович, который скажет: я хочу стать президентом. Появится вот этот Симашко, как его там, он появится. Там появится еще какой-нибудь деятель, который скажет: вот мы вот выведем Украину. И как уставший украинский народ им предложит: ну давайте договоримся с русскими. Конечно, договариваться или не договариваться — это дело украинцев, но я могу сказать одно: ничего вы своими договорами с ними не выиграете. Вот ничего не изменится. Да, может какая-то там передышка будет, которая будет и у них. Вот и все. Только очень серьезно, только очень кардинально настроившись против фашистской России, можно ее победить. Только сломав ее дух, ее моральный дух к сопротивлению, к нападениям. Понимаете? Этого не происходит. Дух не ломается. Уничтожается техника, уничтожается живая сила противника, но не ломается дух. Нападение в Белгородскую область там какими-то русскими батальонами с имперским шармом, это имитация просто, это смешно, то, что там происходит. Для нас, для чеченцев, которые много что видели, мы знаем, что такое диверсионная вылазка, мы знаем, что такое захват целого города, такого как Буденновск, а мы этого всего не видим. Видим какая-то вылазка, где-то у почты пофоткались, где-то мы пострелялись. А пострелялись ли? А что мы увидели? Что мы... Это 3-4 человека, диверсанты могли зайти, заложить взрывчатку, обстрелять каких-нибудь там ФСБшников, ментов и спокойно вернуться на свои базы. Для этого не нужно там собирать целые десятки или сотни людей и там вооружать их, там БТРы, танки. На машине, на вертолетике маленьком перебраться, или же там на каком-нибудь дроне перебраться, забросать бомбами и вернуться. Может, ну для нас это абсолютно не впечатляет. Для чеченцев это ни о чем не говорит. Говорит о том, что это очередной симулятор. И вот все это время люди, которые сражаются, они сражаются. Честь и хвала этим людям. Как только их не станет, Украина рухнет. Они есть, слава Богу, они готовы стоять. Но все вокруг их создается, засеивается симулякрами. На все случаи жизни. Первое, что нужно сделать, это почистить информационное поле Украины. Вычистить вот этих всех вещателей. Нарушение это Конституция или нет, это другой вопрос. И нужно четко квалифицировать людей, которые работают во вред Украины. И я буду почаще высказываться про события в Украине. И пускай кто хочет, тот обижается, а кто не хочет, тот слушает. Друзья, я перехожу к вашим вопросам. Давайте обсудим это все. Так. Все, друзья, я вас приветствую. О, сколько тут намотали, напечатали. Так. Кстати говоря, когда я вчера сделал ролик отдельный, стрим, мы обсудили это, на канале Гордона, я только Асланбека Тутаева увидел комментарий, может еще кто-то, но я только его увидел, что он говорит, что не был Джохар Дудаев в Афганистане. А мы, столько нас зрителей, даже никто комментарий туда не пошел писать. Друзья, наша пассивность развязывает им руки.
Мы не должны находиться так, ну, хотя бы написать комментарий мы всегда можем и обозначить свою позицию в этом смысле. Я надеюсь, что Гордон и вот этот канал, эти все люди просто либо исправятся, либо будут привлечены к ответственности. Джухар Дудаев в одном из своих интервью объяснил, что он лично никогда... Да, кстати, вот это видео я вам не показал, оно у меня тоже, то есть, готово было. Ну, вы все видели это видео, давайте я вам все-таки покажу его, чтобы оно все-таки осталось, хотя уже тема ушла, но все равно давайте послушаем, что он говорит по поводу того, что он не воевал в Афганистане. Как я говорил ранее, он никогда не врал, и сейчас я абсолютно не вижу оснований, чтобы он делал это. Лгал, имеется в виду. Это правда, что когда вы были еще генералом советской армии, вы участвовали в войне в Афганистане? На территории Афганистана я вообще не был. Я был направлен в Туркменистан, где группировка авиации, в том числе, направили одну из частей моей дивизии тоже туда. Но ужас, который я там увидел, разложение, моральное, значит, несоблюдение безопасности, бравирование. Вот эти 1,5 месяца, которые я там был, я занимался вопросами приведения в чувство этих вояк и подготовки базы, чтобы из этих разложившихся военнослужащих сделать обыкновенными хотя бы людьми. Ну, надеюсь, в этом, в ТикТок вы тоже слышали, хоть и может быть слабоватенько звук был, но я надеюсь, услышали. Так, чтобы было, хотя и запоздало немножко, было это видео подготовлено, Мансур, но я вот его забыл продемонстрировать. Валейкум салам, Георгий, всех, друзья, я вас приветствую. Симашка, да, Симашка его звали, спасибо, Асамбек, Баркал. Валейкум салам, Бамут, Машуэль. В Твиттере есть канал, позиционирует себя как яро интересно, но после агрессии Палестины и Израиля стал яро пропалестинский, вся лента забита Палестиной. Дело в том, что Кавказ-центр является русскоязычным турецким изданием. К чеченцам и кавказцам, ну может кавказцам имеет, но к чеченцам он отношение имеет отдаленное. Они ведут чисто про турецкую линию. Все, что Турции нужно, они говорят. О чеченцах они вообще не думают. И также в Сирию они подбивали всех забросить и так далее. Поэтому вот такие вот дела. Кавказ-центр — это симбиоз из гибни и турецких интересов. Ну да, когда у Турции, видимо, когда близкие отношения появляются с КГБшниками, Кавказ-центр, ну тут как тут. И если ухудшаются, ну Кавказ-центр начинает как-то говорить немножко по-другому. Ты не прав, Асан. На поле боя они из себя представляют удобрение для земли Украины. Совершенно верно, Хамзат. Совершенно верно. К большому сожалению, война на территории Украины идет. Вот что. И гибнут и наши люди тоже, к большому сожалению. Да, действительно, освобождение Алякса, будучи сам в плену, это как минимум странно. Это называется ставить телегу впереди кобылы. Да, это называется, когда у тебя горит свой дом, беспокоиться о пожаре, там, я не знаю, конуры собаки соседа беспокоиться. Квартал 95 не хочет уйти из власти и не хотят выборов. Ну, смотри, Асамбек, на самом деле, да, Лен, спасибо, Смешко его, по-моему, звали. Асамбек, совершенно верно, они не хотят уйти из власти, и во время войны, когда многие украинцы разъехались, когда часть территории оккупирована, проводить выборы, ну, может быть, не совсем, как бы, легитимно или правильно. Хотя, конечно же, все зависит от обстановки, и Украина должна действовать с учетом имеющихся возможностей и сложившихся реалий.
Но, например, можно было бы просто Зеленский получить гарантии, что его не будут сажать, и он просто ушел бы с своего поста. Это же предложение может Зеленскому сделать, потому что Зеленский, уже он не справляется со своими обязанностями. Он уже полностью дискредитировал себя и в глазах мира, и внутри. И знаете, чеченский вопрос — это такой индикатор. Если чеченский вопрос не поднимается, значит обязательно торчат длинные уши ФСБ сзади где-то. Потому что всем остальным абсолютно не то, что не мешает чеченский вопрос, наоборот, любому противнику фашистской России выгоден чеченский вопрос поднимать. Никто не может отказаться от такого весомого аргумента, если он не является там на стороне фашистской России. Просто нелогично. Просто самое большое преступление. Этими же персоналиями. Тот же Патрушев, тот же Путин, тот же Шойгу и все, кого мы всех видим. И кончая рядовым составом, которых многих Украина уже похоронила. Но если они об этом не говорят, значит есть основания у этих людей. И я обратил внимание, есть такой Глеб Пьяных, недавно вылез тоже, известный журналист, вылез сейчас по украинской теме, а так молчал и молчал. Его, видимо, перебросили на помощь Фейкину и другим разным деятелям. Так вот, каждый, кто из них приезжает сюда на Запад, это у них такая перекличка. Вы обратите внимание, мы, чеченцы, сразу на это обращаем внимание. Они сразу же обозначают тему касательно их отношения к чеченскому вопросу, чеченской теме. Также сделал Ходорковский после спецотсидки 10 лет. Как только сюда выехал, он с оружием в руках поедет воевать на Кавказ и так далее. Типа украинский вопрос — это украинский вопрос. А чеченский вопрос, они таким образом говорят: украинцы, я за вас. То есть украинцам, помните, нам сейчас предлагали поддержать действия террористов Хамас. Это такой Рубикон, такая линия, которую ты должен поддержать или не поддержать. Точно так же русские говорят: я за вас, говорят русские украинцам. Ходорковский, этот Пьяных, Глеб, по-моему, его зовут. И он говорит: я за вас. Но Кавказ — это наша отдельная тема. И украинец говорит: ладно, подумаешь, чурки черные, еще что-то, мало ли, разные украинцы попадаются. И все, он переступил, этот украинец. Все, как только ты отдал Ичкерию, морально, больше она тебе и не принадлежит, ты ее как отказался от нее, все, завтра этот, кто был за тебя, Ходорковский, который сейчас плачет просто навзрыд за Украину, переживает. Почему-то он все эти годы не переживал и на Украине говорил. А тут резко, когда уже все плохо стало в России, он уже начал внедряться в украинское сообщество. Это абсолютно циничные, абсолютно беспринципные просто мерзавцы. Они могут что угодно рассказывать. И как только он с этим согласился, все, значит, этот человек достоин того, чтобы и его лишили государства и государственности. А потом ему сказали: а что ты рыпался? Ты же чеченам же отказывал. А что ты себе хочешь? Не надо тебе тоже. Давай как чечен будешь второсортным. И так далее. Они, каждый, кто приезжает сюда на Запад, первое, что они делают, они начинают говорить, что Чечня — это вопрос мы не затрагиваем, это наше внутреннее дело, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, как только вы соглашаетесь с этим, значит, вы такой же, как он. Ничем не лучше. Ничем не лучше. И эти деятели всячески пытаются об этом, заявить, и такая перекличка у них, видимо, между собой. И нужно на это обращать внимание. И если кто-то хочет, на самом деле, если бы Украина на самом деле, тот, кто является сейчас в президентах, в руководстве Украины, хотел бы бороться бы, первое, что было бы сделано, это поднимался бы весь чеченский вопрос. Все преступления, совершенные против Чеченской Республики Ичкерия, все эти каналы налаживались бы. Если ты хочешь победить Россию, то спроси тех, кто это уже сделал. Это наш президиум. Это все люди знают, как Россию принудить соблюдать закон, международное право. Они это уже неоднократно делали. 4 агрессии мы отбили от фашистской России.
Поэтому, ну, кому-то это не очень хочется, по всей видимости, и мы топчемся на одном и том же. Но зато пользуются успехами симулякры, абсолютно просто. Я даже не понимаю, как так возможно. На всех каналах приглашаются вот эти все симулякры, предоставляется слово. Ну, так победа не делается. Конечно, она будет победа. И сейчас вот это время, когда Арестович и другие разные люди нам сообщают, что все плохо, сейчас Украина проиграет. Абсолютно это не так. Пока Арестович не бежал, я так думаю, специально бежал, потому что задержать его, вернуть и посадить и вообще для Украины не проблема. Абсолютно никакой проблемы это не представляет. Потому что военнослужащих или, скажем так, уклонистов, кто не идет служить в армию, из Европы можно доставать, и преступников можно доставать. А если на самом верху Зеленский попросит и скажет, побыстрее верните нам этого Арестовича, он военный преступник или шпион, это вообще не составит большого труда. Но никому это не нужно. И вот сейчас, вот когда вот эта ситуация нагнетается, нужно дезориентировать. Вот сейчас, украинцы, вы можете смотреть, все, кто начинает вызывать, что вы проиграли, что все плохо, это люди, которые работают против Украины. Это вот сейчас время собирать камни, фиксировать всю вот эту агентуру, которая начинает себя вот вести соответствующим образом. Поднимание вопроса там языка, там еще каких-то вопросов. Это сейчас это абсолютно не главный вопрос. Сейчас главное не просто говорить про свой язык, там, или как мы, чеченцы, говорили про свою религию, что вот если не просто ты не исповедуешь ислам. Все, кто не исповедует ислам, это все кафиры, это все враги. Бомбят тебя с Москвы, бомбит тебя Лубянка, уничтожает тебя российская армия, а враги у тебя все остальные на этой земле. Задумайтесь, вот до какой логики нас загнали. Более того, здесь в Европе, Кавказ-центр, кстати говоря, по указке 100% из Москвы, предлагал, какая-то фетва была, какой-то закон исламских там ученых, что нельзя чеченцам выходить на митинги. Понимаете? Вот таким вот образом начинают нас отвлекать от важных вещей. Понимаете? И там потом ты уже не просто все кафиры, а еще у тебя молится, там, если даже мусульманин, но он не так молится, у него там борода недостаточно длинная, усы недостаточно побриты. Ну бред. Ты тут с фашистской Россией борешься, у тебя тут убито треть населения, а ты рассказываешь, что тебе надо усы правильно подстричь или еще что-то сделать. И если у тебя это неправильно, то ты враг. Такой же, конечно, как русские, которые тебя бомбят. Какая разница? У тебя же усы короткие, а он там уничтожил 300 тысяч твоих. Ну, ты приблизительно такой же. Вот как это закладывается. И сейчас, когда украинцы должны быть самыми большими интернационалистами, когда украинцы должны быть кричать, что нету разницы между религией. Обратите внимание, как себя ведет Апти Алаудинов. Он собирает всю вот эту гоп-компанию и рассказывает им, что это война, которая объединяет иудеев, мусульман, про иудеев сейчас они уже не говорят, что и христиан, и мусульман они объединяют. А на самом деле война в Украине объединяет и иудеев, и мусульман, и христиан, и всех и остальных. Понимаете? Вот о чем должна Украина, вот о чем Арестович должен был говорить с первых дней войны, а не то, что все у нас нормально, не волнуйтесь и так далее, и так далее. При всем при этом я, конечно же, не утверждаю, что вообще ничего хорошего они не делают. Конечно, что-то хорошее нужно сделать для того, чтобы завоевать доверие. Вот так вот ведется вот эта вся работа против Украины, и в принципе вот эти все вещи нам нужно знать. Давайте поговорим об этом, задавайте ваши вопросы, друзья, я готов ответить на ваши вопросы.
Жизнь Залужного опасность. В первую очередь от Зеленского идет опасность. Ну, Асамбяк, не от Зеленского, неправильно будет, если мы будем говорить про Зеленского. От КГБ СССР. Или и КГБ УССР, это может быть ФСБ, это может ГРУ, может быть. Конечно, Зеленский непримиримый враг. Это не значит, что автоматически он будет там очень прочеченским, сразу скажем, чтобы не питать иллюзий по разному поводу. Но мы знаем, что он и не всегда в жизни бывает, что враг моего врага мой друг. Но как минимум Залужный, человек, который противостоит с первых дней, честно, открыто, доблестно вместе со своей армией противостоит фашистской России, это, конечно же, непримиримый враг фашистской России. И я бы, например, я верю этому человеку, я доверяю этому человеку. Но, конечно, опасность не от Зеленского, а от террористической банды ФСБ идет. Закаеву не нужна свобода, им нужно место гауляйтера. Да, демократ, абсолютно верно, абсолютно. Знаете, помните такое видео, где Джамбетов, всем известный закаевский майор, поехал к закаевскому брату, принес ему флаг, если помните, напишите. Он принес флаг и говорит, повесь этот флаг Кадыров вместе с Кадыровым и так далее, и так далее. Он говорит, да, его брат говорит, да, там повешу, все нормально и так далее. И вот я буквально недавно увидел видео, как бойцы в Украине сжигают украинский, кадыровский флаг. Я не знаю, почему это именно кадыровский флаг, а не российский. Понятно, что российский, кадыровский это и есть российский, все это такое. Но почему мы опускаемся на уровень Кадырова? Если нашу страну оккупировала Россия, если она убила 300 тысяч, почему мы сжигаем кадыровский флаг? Кадыровский флаг это тряпка для отвлечения внимания. Чтобы мы не атаковали российский флаг, нам подкинули вот этот так называемый кадыровский флаг. Но это российский флаг. Россией, данный как номер 95, также присвоен вот этот флаг, который похож на наш флаг. Но при всем при этом немножко изменен, и Россия могла любой другой, да, он желтым мог быть, он мог быть черным, он какой угодно мог быть. Ну и мы вот поддаемся на это. Было очень печально наблюдать, что Джамбетов пошел там, сказал, и якобы как бы в отместку надо было сжечь российский флаг. Почему до этого не додумаются наши бойцы? Непонятно. Непонятно. Ну, как бы это подтверждает то, что Закаев это является оппозиция. Да, бойцы, они не в курсе, я уверен, они верят в то, что они делают. Но по факту это не против России тогда борьба, а как бы в отместку сказали. А на самом-то деле можно же было сжечь российский. И там же сгорел бы сразу автоматически и кадыровский. Так называемый кадыровский. Потому что у Кадырова нет никакого флага. Да? Как думаешь, они кинут нас после войны? Валит Зареченский. Кто кинет, кого кинут? Скажи, пожалуйста. Нам ни Россия, ни Америка не нужна. Помощь можно принять, но не покровительство. Хантер, что ты имеешь в виду под покровительством? И что ты имеешь в виду под помощью? Я лично, например, говорю лишь о помощи. Мне нужна помощь, мне нужен союз, на бумаге закрепленный, военный союз с Америкой. Россию рядом ставить, это себя не уважать. Вообще разговор о том, что там Россия или Америка ставит, это просто говорит, вот только что я рассказывал, что вот все кафиры наши враги. Вот это из этой же области. Россия вне конкуренции, и она абсолютно не обсуждаема. С Россией не будет ничего, никак, ни при каких условиях, кроме хорошо подготовленной военной государственной границы, в военном плане подготовленной границы. А что значит под покровительством? Что значит помощь? Военная помощь, экономика. Конечно, только об этом и речь идет, Хантер.
Но мы должны заключать какие-то договоренности. Например, ты заключаешь какую-то договоренность с американцами, и проходит какое-то время, и приходит другой на твою смену. Он говорит, а я не буду соблюдать это. Поэтому те, кто будут заключать с тобой договор, помогать тебе в самое трудное время, понимаешь, в этом и заключается ценность этой помощи, что она тебе оказывается именно в трудное время. Потому что в другое время она тебе даже не нужна, эта помощь. Допустим, я так говорю. Понимаешь? И ты заключаешь какие-то там союзные договора, военная помощь, там, взаимопомощи, разведкой друг другу помогать, там, и так далее, и так далее. Что ты можешь дать? Вот ты говоришь, нам не нужна, нам нужна военная помощь, экономическая помощь, короче, тебе вся помощь нужна. Ну, а что ты можешь дать взамен? Только за то, что ты вот такой хантер здесь есть, они будут тебе помогать? Не будут. Не будут. Мы должны заинтересовать, у нас должен быть готовый механизм взаимосотрудничества. Есть у нас этот механизм? Нету. Есть ли у нас инструмент работы с американцами, с англичанами? Но я пока не вижу его. По крайней мере, в достаточной области, чтобы мы были готовы к этому. А так просто за то, что вот есть какой-то там парень, который не хочет покровительства и так далее. Я хотел бы, чтобы было покровительство, чтобы была помощь. Это и есть помощь, покровительству. Я не хотел бы быть колонией Соединенных Штатов, ничьей колонией. Я хочу свободную страну для себя. Но для этого мы должны стать достаточно зрелыми. Например, выделяющиеся деньги, например, мы как минимум не должны воровать. Как сейчас мы видим в Украине произошло. Как у нас было в Чеченской республике, тоже во время войны грабили. Во время войны наши представители, так называемые, грабили наших бойцов. Поэтому вот эти вещи нужно обсуждать. Я же говорю дружеские отношения, но не покровительство. Но дружеские отношения, не существует такого понимания. Хантер, ну, дружеские, ну что значит дружеские? Есть союзные, взаимовыгодные, да, вот есть условия, которые, например, ты соглашаешься, есть взаимовыгодные условия, есть условия, на которые ты вынужден согласиться, вот как отношения фашистской России и временно оккупированной вот нашей территории. Ну, ничего нельзя там сделать, и ты вынужден, то, что тебе дают, соглашаться. Вот Кадыров согласился на эти условия. Вот он на этих условиях находится. Насколько его положение плачевно, мы все видим. Есть следующие отношения, когда мы заключаем соглашение на взаимовыгодных условиях. Мы даем что-то, получаем что-то. И им это выгодно, и нам это выгодно. Понимаешь? А что мы можем дать? Что мы с тобой можем дать, скажи, Америке? Мы очень мало можем что дать. Вот в чем вся проблема. Более того, у нас сидят люди, вот этот флаг им мешает. Вот им Америка не нравится. По какой-то причине. Ну, хорошо, она вам не нравится. Во-первых, объясните, что она сделала вам плохого. Мне, как моему государству, моему народу. А во-вторых, скажите, что вы сделали для того, чтобы помочь своему народу. Ну, кроме того, что вы там воротите нос от того, нам это не интересно, это нам не интересно. Весь мир хочет с ними выстроить отношения, сидят люди, мы не хотим, чтобы выстраивали отношения. Ну, я не знаю тогда, чем помочь. Как-то так, Дим. Так, я перемотаю твои комментарии. Мы можем дать полезные ископаемые. Хантер, ну, это, конечно же, может быть, там что-то еще осталось. Это, конечно, да, мы можем предоставить возможность им добывать и продавать им в обмен на это. Это может быть. Но много ли это? Стоит ли оно того? Сам посуди. Вот стоит ли... Да, знаешь, как я это вижу? Я вижу, что Кавказ это всегда был интересным местом для самых сильных государств. Там у нас 3 моря, и
претендуют на Кавказ исторически? Россия, Турция и Иран. Мы можем, например, взаимодействовать с этими странами. Но и Иран, и Турция не дадут нам развиваться. Самое сильное государство, которое есть на этой планете, это американская и англо-американская система установленная, цивилизация, установленная в мире. Они дадут развиваться, они дают развиваться с теми. Ну, возьмем тот же Израиль, возьмем тот же Южную Корею, возьмем любые другие, Японию возьмем, любые другие государства, которые взаимодействуют с Россией, с Америкой. Нам выгодно заключать с ними союз. Я так это вижу. Предложите мне что-нибудь другое, что вы лучше видите. Я вот все это пересмотрел, я понял, что и есть интерес, например, американцам. Вот тебе вопрос, Хантер. Тайвань то же самое. Вот, например, тебе вопрос, Хантер. И тебе, и всем, кто меня смотрит. Например, вы согласны на то, чтобы мы на Кавказе заключили военный союз либо с НАТО, либо, если НАТО входит много государств, в том числе Турция, которая не захочет, чтобы мы вступали в НАТО, скорее всего, либо в НАТО, либо прямой союз, военный союз с Соединенными Штатами Америки. Чтобы у нас на территории была военная база НАТО, как она есть, например, в Польше, здесь, в Германии и так далее. Согласен ли ты, Хантер, договор, они не беспредельничают, они голыми по нашим городам не ездят, у них есть своя база, там служат наши чеченцы, мы поднимаем уровень своей армии до уровня американской, до уровня натовской армии и являемся военными союзниками, как являются, например, они союзниками Израиля. Ты готов был бы на это? Цугуман рейс хилварихо лично для нашей безопасности. И она все. Союз США 100%. Так, отлично. Я всем задаю этот вопрос. Скажите, друзья, просто мне интересно знать ваше мнение. Турция почему не захочет, чтобы мы были в НАТО? Ну, почему Турция не хотела, чтобы были, например, Швеция в НАТО? Я бы хотел, как Швейцария, но от этого, что я хочу, мало что Понятно, Хантер, это ты правильно говоришь. Швейцария тоже хорошая позиция. Но у Швейцарии другой козырь есть, которого у нас с тобой нет. Там хранятся вот эта банковская система, и там хранятся деньги, которые очень много лет все страны там хранили. И вообще эту Швейцарию создали для этого, чтобы там хранились бабки, их никто не трогал. Они так, как вот погоду не делают. В геополитическом, стратегическом смысле Швейцария никакой такой стратегической важности не представляет. Что не скажешь о Кавказе и нашей Чеченской республике Ичкерия. Скажи, если Швейцария диком харяд нейтралитет, союз НАТО и Израилем, отлично. Алиш, мнение, Алиш, массера важно, Юшуни. Но я согласен с заключением договора с НАТО. Так, отлично. Ну, НАТО это США в первую очередь. Турция сама зависит от США и оружия от НАТО. Тоже верно, Славяк. Мы можем дать стабильность на Кавказе в союзе США и Англии. Также можно наладить выпуск нужного по новым технологиям. Абсолютно. И получить образование, все. И так далее. Мичуаро. Вист мацоголо. Ашаде кигадин. Вот маведо. Мичуаро. Хантер. Европа кинет ли нас после войны или поможет? Европа кинет ли нас?
А скажи, что, по-твоему, мы можем предложить? Хантер, мы можем предложить договорные союзные отношения с Соединенными Штатами. Также мы можем, вот ты говоришь, там природные ресурсы, мы можем предложить разрабатывать эти природные ресурсы, например, как условие. Мы можем предложить, ну что Израиль может предложить? У Израиля есть нефть, у Израиля есть газ, нету, всего этого нет. Но они союзники, они говорят, мы с вами заключаем. Они не христиане, как мы знаем, да, иудеи, евреи, и отличаются от религии. Вопрос религии – это манипулятивный вопрос. В мире вопрос религии используют только для манипуляции. Понимаете? Поэтому здесь таких вещей они не возникают у государств между собой. Там этой религии, это. Есть национальные интересы. Вот национальные интересы и побуждают. И евреи себя зарекомендовали надежными союзниками США. В Америке живут евреи. И все это время Израиль формируется как нация воин, защитники, в том числе интересов Соединенных Штатов. Не знаю, насколько это достоверно известно, но во многих арабских странах, на Ближнем Востоке и в других местах, я уверен, и в России, работает израильская разведка вместе с американской. Ну, например, вот на это ты был бы согласен, чтобы мы, чеченцы, стали союзниками наравне. Но нам сейчас предлагают вот один вариант, Россия нам предлагает, стать Палестиной. Постоянно такой ноющей, создающей там угрозу страной. Даже нам формально сделают, якобы мы станем независимыми от России. Но мы должны быть постоянно, как вот эти Хамас, мы должны быть угрозой для всего мира. Вот это для нас готовится. Я же хочу, чтобы мы были не инструментом использования террористами, а чтобы мы стали союзниками Соединенных Штатов, как Израиль, например. Чтобы мы заключили с ними, с американцами, союз, и у нас было современное оружие. Америка, Израиль, Швейцария, Япония, Австралия были бы хорошие союзники. Да? Да, совершенно верно. В войнах гаси их, Дион. Так, давайте почитаю еще немного. Америка и Европа должна понимать, что Ичкерия свободна, ее люди – это ценность. Жизнь 300 тысяч, 42 тысяч детей, не будет их детей и внуков. Нет ничего ископаемого и другого дороже жизни. Совершенно верно, Довиля. В первую очередь необходимо, чтобы в свободной Ичкерии был порядок и соблюдался закон. Только тогда развитые государства будут с нами сотрудничать и вкладывать свои средства. Совершенно верно, Богдан. Окружение Байдена достаточно много евреев, поэтому США и Израиль сильные союзники. Ну, да, наверное. Ну, не только потому, что в окружении Байдена есть евреи. А дело в том, что у них вообще государственный договор. Байден может быть недоволен евреями, может быть там что-то ему не нравится, лично даже с Биньямином Нетаньяху, например. Но когда возникает какая-нибудь угроза для Израиля, два авианосца сразу же выдвигаются в сторону берегов Израиля. Вот и все. Там не ждут, когда надо принять. Есть угроза, выдвигаемся. Вот как союзники военные действуют. Мы можем стать такими же союзниками для США. Я, например, так это вижу. Точнее, нет шанса на какие-то союзы. Чел, возможно, нет шансов. Но я не утверждаю, что Америка мне сделала предложение, и нам сейчас нужно срочно заключать военный союз с США. До этого очень далеко. Для того, чтобы с нами заключили военный союз или какой-либо союз, такие державы, как Соединенные Штаты, мы, по крайней мере, должны сами из себя представлять уже какую-то хорошо сформировавшуюся общность, там, гражданское общество, политическое
политически правильно мыслящие люди. У нас пока разброд и шатание. У нас даже взрослые люди не понимают просто, куда нам идти, что делать. Они вообще не понимают, что делать, понимаете? Ничего делать, они говорят, не надо. Вот нужно сидеть и ждать, пока Россия что-то сделает сама. Никаких идей, никаких планов, никаких идущих стратегических каких-то целей никто не ставит перед собой. Хантер, понятно, что нужны ученые. А ты знаешь, что если мы с Америкой заключаем военный союз, то все инвестиции придут в Чеченскую Республику. Понимаешь? Просто если мы заключаем военный союз, все просто, которые не имеют там прямого отношения к Америке, государства, будут вкладывать, будут стремиться вкладывать в нашу страну. Соответственно, мы можем поставить, вот если мы заключаем союз, если мы правильно подойдем к вопросу, вот у меня в планах так, если к этому мы будем подходить, что одним из главнейших задач это наказание виновных в фашистской России, юридическая правовая помощь за преступления, совершенные против нашей страны по отношению к фашистской России и ее руководству. И обучение нашей молодежи во всех вузах. Вот выпускается у нас в школе после 11 класса молодой человек или девушка. Автоматически уже Германия, например, берет на себя 100 человек. Англия берет там 200 человек. США берет 1000 человек на себя. Франция берет там еще там 500 человек. И вот таким образом каждый ребенок, который выпускается, молодой мужчина, молодой мальчик или девочка после 11 класса, 16-17 лет, допустим, на полном гособеспечении отправляются учиться на 5 лет в лучшие вузы мира. Через 5-10 лет мы нашу страну и наше общество не узнаем. Все отправляются бесплатно. И проживание, и питание, и обучеба. Сможет он учиться, будет учиться. Не сможет, вернется домой и будет землекопом работать. А внутри государства мы устанавливаем такую систему, где у нас не будет коррупции, никакого там своячества, родственник, там тетя, дядя, там этого подтянуть. Ничего подобного. Чисто для государства и для народа. И вот эта молодежь, которая будет возвращаться через 5 лет с учебой, или та, которая уже обучилась, именно молодежь, которая имеет там какие-то идеалы, она еще не испорчена вот этой грязью вокруг. 25-летние, до 30 лет, ну и старше, конечно, и опытные нужны. Вот эти люди занимают все должности у нас в государстве. Все государство переводится на электронную форму управления, где нельзя коррупции использовать, чтобы избежать коррупции. Чтобы все было прозрачно, все было открыто. Через 10 лет, это 2 президентских срока, Чеченская Республика Ичкерия станет совсем другим государством. Вот какая, например, была бы цель. Но для этого нам нужна поддержка сильных государств. Да, мы можем собраться, мы можем собрать деньги, мы можем там собрать интеллектуалов, при том, что нас Россия не будет убивать, не будет наших родственников пытать дома и так далее, и так далее. То есть, вот эта группа людей, которая соберется, пускай будет 20 человек, 100 человек, они будут идейно преданные, верные, и им никто не будет мешать. Даже в таком случае получить за 10 лет такой срок невозможно. Просто объективная оценка, потому что никто нашу молодежь не будет обучать. Это колоссальные деньги на обучение, если брать уже не государство финансирует, а если это будут бизнесмены финансировать. За все время, вот уже 9 лет я занимаюсь, как приехал в Европу сюда, я богатых чеченцев так и не увидел и не услышал, которые что-то делают. Да, они, может, где-то гуманитарно, где-то помогают кому-то лечением, что-то делают, но именно на помощь в целом чеченскому народу и государству самое критическое время, я вот самое критическое время застал здесь. Когда нас в Сирию отправляли, потом здесь нас полностью дискредитируют, какие-то люди изображают из себя представителей власти. Сейчас в Палестине началась вот эта ситуация. Продолжает, у них не получается раскачать чеченцев, но продолжать
богатых чеченцев я здесь не вижу. А каждый, если мы будем по 50, по 100 евро собирать, я просто несколько раз пробовал собирать там для одного, для второго, там по какие-то проекты, очень плохо собираются деньги, потому что нет у людей денег. Понимаете? У честного, порядочного человека денег немного. Понимаете? Для того, чтобы у тебя было много денег, тебе нужно быть не очень честным, не очень порядочным. Ну или же долго работать в одной специальности, чтобы заработать эти деньги. Поэтому нам нужна помощь от Соединенных Штатов Америки. От всего мира нам нужна помощь. И не надо там бояться этого, отвергать это, Америка нам что-то, Израиль что-то. Ничего нам не сделала. Ни Америка, ни Израиль. Впрочем, как и мы им ничего не сделали. Поэтому враг есть только КГБ СССР, Лубянка, Кремль. Все, на этом враги заканчиваются. Остальные есть конкуренты. Америка не конкурент, потому что разные весовые категории. Все как бы преследуют свои национальные интересы. И нам занять свою позицию, свою нишу в этом глобальном мире, если бы американцы захотели, это, конечно, было бы очень круто, если бы они нам в этом посодействовали. Но мы должны показать себя надежными союзниками. Зачем им нужна какая-то головная боль, если они сейчас заключают с нами договор, а мы потом их кидаем или воротим нос там, или еще что-то делаем. Это сам себе никто. И вот на эти кидки у государств уже, таких как Соединенные Штаты, других, уже есть свои противоядия. Они уже этому уже столько раз навидались, их столько раз кидали, их столько раз обманывали, их же союзники. Поэтому как-то так, да. Так, as duits agi oqoshchu boqayuyu itamus duitslet. Так. А я говорю, чай Ахмад Бочкерин навсегда. Ахмад Силас делал. Так, в маленьком народе не может быть без своячества или очень много времени надо для смены менталитета. Но это у вас в Армении, Арсен, у нас не так. При Дудаеве не было. Да, конечно, может быть кто-то оказаться из родственников рядом, но к нему спрос в 2 раза больше. По крайней мере, при Джохаре именно так и было. А то, что это советские или там какие-нибудь вещи коррумпированные, они нас это мало волнует. Ичкерия навсегда, ты его ник прочитай. Под-русски у него ник. А надо на самом деле неправильно. Под-русски я этот термин, конечно, первый использовал, но все равно я считаю, это не до конца отдает этот термин всю суть этих людей. Правильно будет подхолопный называть. Потому что русские как национальность, они больше сейчас уже откровенно уже холопами их руководство, их власть считает. Поэтому все, кто является пророссийскими, их нужно правильно называть подхолопными. Понимаете? Так, Дион.
С Америкой лучше дружить, чем враждовать. Америка — это свят держава, экономика номер один, и еще армия номер один. Совершенно верно, демократ. А сам мог бы ты прокомментировать приезд Маска в Израиль? Я видел, что он там общается, стоит, но я не знаю для чего, я не в курсе. Богатые чеченцы в свое время на миллиарды долларов ограбили Ичкерию и теперь затаились в Европе и Турции в ожидании следующего удобного момента. Ну, может быть, Богдан, может быть. Аслан, до нас, Америки, пока дела очень мало, очень. Все зависит от войны в Украине и нашего единства после победы Украины. Украина должна победить, это их больше всего беспокоит. СЦ, Машуэла, абсолютно с тобой согласен, я вижу, сколько сил и денег вложено, и Америка не уступит Украину, фашистской России, если сами украинцы не сдадутся. А украинцы, мне кажется, не сдадутся. Вот почему-то мне так кажется. И для того, чтобы победить Украине против фашистской России, разве наша помощь была бы лишней, СЦ? Вот она. Разве она была бы лишней? Разве настоящие чеченцы, которые имеют опыт, которые знают в этих технологиях, которые верны, проверены вот этими 30 годами вот этой русско-чеченской войны, которые не продались, не перешли. Ведь огромное количество здесь таких людей. Здесь в Европе, тут на Западе, в вашей Америке. Поэтому, мне кажется, интерес все равно проявился бы. Ну, то, что его такого ярого, сильного нет, да, это я вижу, конечно же. Если бы он был бы, уже бы Америка давно бы с нами уже контачила бы. Но интерес проявляется. И тот же Ахмед Закаев, например, к нему начали проявлять интерес вначале, в том числе по моей просьбе, потому что я везде писал, просил за него. В том числе, я имею в виду, конечно, не только. Но сейчас уже очевидно, что он не тянет, народ его не поддерживает, и он не легитимен. А легитимность, в принципе, в демократическом обществе определяется поддержкой населения. Конечно, правовая, процессуальная сторона, она тоже очень важна, но если не иметь и правовой стороны, и еще поддержки народа, ну то уже не интересен. Поэтому я уже давно понял, что Закаев, все, они с ним кашу не сварят. Я приношу извинения, если по моей вине там кто-то действовать начал. Потому что я сам был обманут, и я искренне пытался как-то нашу вот эту систему раскачать. Поэтому как-то так делал. Поэтому я думаю, что у нас есть президиум, нам нужны финансы, нам нужны верные, надежные люди, которые поддержат наш президиум. И вот таким вот образом мы потихонечку сформируемся и как-то установим свои тесные дружеские отношения и с Украиной. Нам откроют там посольство Чеченской Республики Ичкерия в Украине. Это очень важные вещи, которые, я думаю, мы к этому придем. Да, Алла, я по крайней мере верю в это. Знаете, и даже если что бы ни случилось, другого выбора у нас нет. Либо мы должны стать россиянцами, либо остаться свободными ичкерийцами. Вот, у меня другого выбора нет. Я буду ичкерийцем. Русские за границей себя русскими называют, начинают стесняться. Да. Еще несколько лет, года 3-4 назад, когда я в чат рулетки вел стримы, я общался с одним мужиком, засланный, по всей видимости, ментом каким-то. И мы с ним разговорились, я говорю, настанет время, вы будете себя татарами называть, украинцами, белорусами, чтобы просто потеряться и не называться русскими. Он, нет, ты что, никогда в жизни. Вот настало время. Это только начало всего. Это только начало. Когда Джохар был еще лейтенантом, он переодевался в гражданскую одежду и вместе с служивым чеченцем ходил с ними драться в отместку. Да, это было, Хамзат. Слышал такие истории.
Если, да, если Украина проиграет, считать, что и США проиграли, потому что, получается, зря все эти санкции наложили, зря оружие поставляли, это уже, по сути, демократия проиграла диктатуре. Да, конечно же, но дело в том, что даже если проиграет Украина, США не проиграют. И это ошибочно считать, что там, хотя, конечно же, урон будет очень большой и для США. Дело в том, что у нас, например, Германия увеличивается, военные сейчас мобилизуются, и вообще Германия готовится к войне с Россией, и НАТО готовится к войне с Россией. И, по всей видимости, она произойдет. Если готовятся, значит к этому все идет. Не просто все это нагнетается. Да, к большому сожалению, будет еще мощная война. Да. У русских есть пословица: хорошо там, где нас нет, здесь они правы, хорошо там, где русских нет, говорит демократ. Асан, с такими политическими руководствами, как в Украине, трудно заинтересовать американцев нашей помощью. Украинцы не доводят это до американского руководства, они мешают. Закаеву США не верят. Да, не верят. Закаев уже все, это закрытый уже проект. Там уже они попробовали, в начале какой-то ажиотаж появился, была у них надежда, что их поддержат. Даже были смотрины, присматривались, но на этом все и закончилось. Поэтому нам сейчас, как говорится, короля королем делает свита, нам сейчас нужно наш президиум поддерживать и доводить до американцев, что у нас есть легитимный орган власти, который мы все поддерживаем, что мы готовы подчиниться любому его законному его указу, действию. И вот тогда уже будут считаться с нашим президиумом. Вот в этом направлении нам нужно идти. Хотя мне тут утверждали, нет, все, Закаев уже все, ставка сделана, все, там уже 100%, ты зря, ты против там идешь потока там и так далее, и так далее. Ну, я так не думаю. Сами служив чеченцы рассказывали. Да, Амзад, как Джахар переодевался, это я слышал. Антуар Джахар. Так, давайте. Спасибо, Шерри, спасибо. Сколько у вас ичкерийцев? Ну, вам хватает, да. Хаймаш под-русски. Под-русски моя язди, под-холопный язди. Sedekalo Švats kučovajce, knikščojoš dina jelomaginijočulu, žykti zutstien jelinsuo, dina jelomagšjočulu. Milu jelinek ahtom. Jelim ikšjatsa. Habo jeli išjat, žykti jeli išjat. Jelim ikšdu boš, madariz. Почему люди Закаева переобуваются и возвращаются под Кадырова? Ну, потому что я не знаю, о ком речь. Я не знаю, о ком речь идет конкретно, кто возвращается, но Закаев, вернее, ближайшее окружение Закаева, которое знает, кто такой Закаев, лучше даже, чем я, и раньше, чем я, эти люди не являются антироссиянами, они являются антикадыровцами. Это внутрироссийская антикадыровская оппозиция за рубежом. Они претендуют только на то, чтобы сменить Кадырова.
И Западу они говорят, мы готовы с вами сотрудничать, сделайте на нас ставку, поддержите нас, мы готовы свергнуть Кадырова. И если в достаточной мере будет поддержка Запада таких групп, таких лиц, то они даже заменят Кадырова. Россия заменит. Ну, а ничего не изменится, понимаете? Если нужно победить фашистскую Россию, то нужно победить террористическую банду ФСБ, КГБ СССР. Без этого все, что мы делаем, если пока не будет, как нацистские партии, не будет запрещена, то вот эта террористическая организация КГБ СССР, ФСБ, они не будут объявлены преступниками и не будут преследоваться везде, во всем мире, где появляется ФСБ, там сразу же задержание, аресты, отправка в тюрьму. Пока этого не будет происходить, все, что это делается, все это так, имитация борьбы. Да, кровавой, да, тяжелой, все как по-настоящему, но непобедим. Они снова просто изменят. Они уже много раз меняли свою вот эту оболочку внешнюю. Они будут менять. Они подстроятся под КГБ УССР, под КГБ Белоруссии, БССР они подстроятся. И снова потом опять вернутся. Нужно отдел кадров, рассекречивание архивов, задержание, открытые судебные процессы вот над этими террористами. А их здесь в Европе огромное количество. И ГРУ, и ФСБ. А сам почему так? Это было, когда мы так. Женщина, это большой спрут. Джувиш, да, если вы, наверное, имеете в виду Рубати Мицаеву. Потом есть еще Джамбетов есть. Ну, там много. У Закаева все такие. Вокруг Закаева только такие остались. Ну и молодежь, которая так же, как я, обманута, не знает, кто он и что. Если ваша партия придет к власти, то какая у вас политическая программа? Таймашка Гехинская. У меня нет никакой партии. И политическая партия у меня та, которая придерживается, ну это мои взгляды какие-то, и та, которая придерживается наш президиум правительства. Я целиком и полностью поддерживаю деятельность президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Выражаю им полное доверие. Я знаю, что эти люди искренне и не продавались, не пугались и не отступали от этого пути. Поэтому вот что, если где-то в чем-то я что-то говорю, и это не соответствует линии президиума правительства, я меняю просто свои взгляды по этому отношению. Ну, если это не какие-то принципиальные вопросы. По принципиальным вопросам расхождения вообще нет, а не принципиально я могу спорить, обсуждать, доказывать свою позицию, как и любой из нас. Поэтому я не претендую ни на какую политическую партию, роль в политической жизни Чеченской Республики. И всех, кто меня таким видит, даже моих союзники, мои сторонники, я призываю их не тратить на меня время, а поддерживать президиум и действовать в этом направлении. Потому что я все равно не приму ни одно предложение, которое мне будут, когда, видимо, потом, если доживу до этого времени, поступать. Поэтому это честная позиция, которую не для того, чтобы меня тут уговаривали, говорю, а потому что так и будет. Так и будет. В исламе разрешается жениться на женщине в вере Писания, а именно на христианке иудейке. На других женщин наложено строгое табу, говорит Богдан. Валейк салам, Исас. Нашел интервью с Зеленько на канале Гордони. Все интервью там посвящено для дискредитации лидеров антироссийской борьбы. Да, Мансур, ты коротко и четко подвел. Именно так. КГБ СССР это вирус. Совершенно верно, демократ. Так, ассаламу алейкум. И волшвол араб фони латуэл клип шех кан визер варха. Кан визер варха. Сэм Революшн, алейкум салам. Он говорит, включи плачущего араба, есть такие песни, как будто плачет там. И ты будешь всеми любим, он говорит. Но моя задача не быть всеми любимым. Да?
Да, этот Зеленко, похоже, дело прописался у Гордона. Уже неделю подряд дает эфир у Гордона. Да, видимо, задействовали тяжелую артиллерию. А сам президиум придерживается Конституции какого года? Таймашка, у нас только одна Конституция, она 92-го года. И самое интересное, что именно президиум и Аят Эдигов, они придерживаются. Вот все остальные, кто сейчас озаботились Конституцией 92-го года, единственной нашей Конституции, вот этой Конституцией они пренебрегали как угодно на протяжении этого времени. А вот именно Аят Эдигов и президиум наш стояли на страже этой Конституции, по букве, по духу, как положено. Поэтому задавать вопросы нашей единственной легитимной власти, которая с первых дней защищает, а как известно, председатель парламента это второе лицо, фактически даже может быть первое лицо, если парламентская форма правления, а у нас больше даже не президентская, а парламентская форма правления, то как минимум странно слышать, на какой Конституции стоит, на какой вы все стоите Конституции, вот как нужно задавать вопрос. А они как стояли на той, так и стоят. Так что там все отлично, Дэн. Поверьте мне. Ассаламу алейкум. А зачем штатам Чечня, если она останется под юрисдикцией России? Штатам Чечня. Ва алейкум ассалам. А в том-то и дело, что она не останется под юрисдикцией. Но Россия планирует оставить под видом даже независимости определенной, якобы независимости, невидимой зависимости, оставить своих людей. Вот что нужно за России. А так, конечно, она не останется. И все, что делают русские, это не удастся у них этого добиться. По крайней мере, пока мы разъясняем, пока мы пытаемся вести анализ их деятельности, мы сможем заранее предугадывать их шаги и оповещать об этом своему народу, свою нацию. Вот если мы предупрежден, как говорится, вооружен, именно этим я пытаюсь заниматься. И вы мне все в этом помогаете. Ичкерия будет независимой. Да, Аль-Мулла, уважаемый израильтянин, да, Аль-Мулла. Так, а тебя Гордон не приглашал на интервью как оппозицию? Если нет, то и пригласить согласитесь. Нет, не приглашал. Соглашусь, почему к Гордону схожу, расскажу все, что я нам думаю. Так. Я слышала, что Аят Эдигов изменил статью на Коран и Сунну, правда? Нет, конечно, Таймашка Гехинская, абсолютно это не так. Абсолютно. Это все передергивание фактов. И знаете, это отвлечение внимания на негодный объект. Причем по дискредитации единственной легитимной народом избранной власти, которая не продалась. Если вы, например, хоть капельку мне доверяете, я вам скажу, что я поддерживал Закаева. И как только мне предложили из его окружения работать на российскую разведку, я об этом рассказал все публично. Хотя меня тут уговаривали, угрожали, сулили там и деньги, и все положение, все, что мне нужно. Понимаете? И присылали мне помощников в лице Курочкиных всяких там разных и так далее, и так далее. Поэтому если бы я что-нибудь заподозрил бы по отношению президиума, я бы тоже сказал бы. Я не считаю, что я должен кого-то скрывать. У меня есть идея. Я придерживаюсь своей идеи. Поэтому все это отвлечение внимания на негодный объект. Как только я начал поддерживать Аяда Эдигова, президиум наше правительство, точнее я поддерживать начал раньше, но начал озвучивать об этом, говорить я. Я уже давно пришел к определенному выводу и шел к этой цели. Начали наезды совершать абсолютно выдуманные, абсолютно юридически безграмотные обвинения в адрес президиума Аяда Эдигова, что не соответствует действительности. Обвинители забывают, что он был депутатом и принималось решение не одним Аядом, а всем парламентом, ну там много чего. Плюс абсолютно не имеет значения вот это изменение, внесенное людьми,
которые были тогда радикальными ваххабитами, отрицали Конституцию, и все наше население с горящими глазами придерживались вот этой линии и ни в коем случае не поддерживали Аслана Масхадова. Идя на уступки, а наша власть это демократия, народная власть. Бог, демократия Бог. Ому хаджан Бог, специалмадец. Вот эта народная власть должна была учитывать интересы своего народа и внесла изменения, указывающие, что основная религия – ислам. Другие статьи Конституции, которые разрешают другие религии, которые не мешают абсолютно исповедовать любую другую религию или не исповедовать вообще какую-либо другую религию, вообще какую-либо религию. Эти статьи не отменены, Конституция не отменена. Опять есть ложь в адрес, что это делалось для того, чтобы перехватить инициативу у Масхадова, чтобы возглавить государство. Но именно Аят Идигов настаивал на том, чтобы были проведены выборы в Чеченской Республике. Понимаете, как председатель парламента, второй человек в государстве, он настаивал на том, чтобы Яндарбиев, это преемник Джохара Дудаева, но при всем при этом провести выборы необходимо. А могли бы сказать, не надо выборы сейчас, пока мы все уладим, оставим как есть. Поэтому это все выдумано и абсолютно не имеет под собой никакого основания. Причем основания сейчас, вот эти нападки совершаются теми, кто вчера был тем самым ваххабитом и отвергал эту конституцию. Теперь, став на стороне этой конституции, большому сожалению, мне очень жаль, что это мои товарищи, некоторые из них, которые позволили себя так обмануть. Просто сыграв на их чувствах, что вот они успешные политики, что мы им поможем, что поддержим и так далее. Они не справятся одни. Более того, вот этот антирелигиозный угар, который они используют, он вредит всей демократии. Вот то, что они делают, это даже больше вреда, хотя пользы тоже там есть. Ну и вред тоже имеется, потому что просто антирелигиозные, просто откровенно антирелигиозные вещи. Я надеюсь, они начнут исправляться и людям объяснят, что вот эти действия антитеррора, других товарищей, они не несут пользу для объединения общества. Нужно объединять общество. Повести государство они не могут, там нет достаточно ресурсов, чтобы это все сделать. А вот поддержать единый наш президиум, законно избранную власть, и если потом ты не согласен после деоккупации, когда назначат выборы, там, когда ты сможешь пойти в депутаты там, и так далее, вот до этого времени поддержать свой президиум просто все обязаны, на мой взгляд. Ну, я не знаю, они сами мне сказали в эфире, что их власть интересует. Но, видимо, на этом, видимо, кто-то играет там им. Есть там разные деятели, причем есть там и левые пассажиры, которых они в этом телеграме собирают. Вот такие вот вещи, которые не имеют, вот что мне неприятно. Как-то так. Ичкерия, Израиль, Украина и Ичкерия — это сила. Так, Демос Кратос, власть народа. Да. Салам, салам. Так, Асан, тебя говорят, так, давайте я перемотаю. Асан, где бы мне прочитать вашу конституцию? Ну, чья Машка? Почему нашу? Она не твоя? Это конституция. Так, шариат против демократии, так это религиозная диктатура под управлением арабского мира. Надо, чтобы религия была
дома и в мечети, а не в государственных делах. Абсолютно, абсолютно верно, демократ. Я говорю, вот я со стрим доерзю, друзья, я на этом свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Я думаю, может, я и завтра выйду в эфир, я буду каждый день постараюсь выходить на этой неделе. Поэтому всего самого хорошего, друзья. Завтра на чеченском, скорее всего, может даже на русском. Посмотрим, как получится. Может, я договорюсь с Мусой Таиповым, и мы завтра обсудим. У меня есть несколько уже набравшихся интересных тем, которые нужно обсуждать. И будем дальше работать. Ну и как обычно, слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оль. Мир Израилю, друзья. Адикюэль маш оль бюстех алёль. И арабскому народу Палестины тоже мира я желаю. Адикюэль маш оль бюстех алёль.